1929 году в Абхазии было создано архивное управление. К сожалению, во время боевых действий на территории Абхазии наш уникальный архив был сожжен грузинскими гвардейцами. Какая работа ведется на сегодняшний день с архивом? Какие документы здесь обрабатываются? Об этом в интервью программе «Амчра» нам рассказал начальник архивного управления Республики Абхазия Роман Гвинджи. Роман Хакибеевич, расскажите нам, пожалуйста, какой режим у вас работы на сегодняшний день в связи с пандемией? Пандемия и вот то, что происходит сейчас в мире, немного сбило наши планы, но мы продолжаем работать в прежнем режиме. Вы, наверное, внизу видели, соблюдаются меры, сотрудники. Прием ведется только исключительно в масках, люди должны приходить. Ну и там дезодорирующие средства есть, и сами работники тоже все ходят в масках. На 1 час сократили рабочий день, если раньше до 18:00 час, в 17:00 уже мы заканчиваем работу. Продолжается прием граждан, это в основном по пенсионному стажу. Люди, которые выходят на пенсию, необходимым стаж, они обращаются в архив. Ну вот, в принципе, вот так мы продолжаем работу в этом режиме. Вы возглавляете Государственное управление архивом уже более 25 лет. С 2005 года. С 2005 До этого года. был замом. Да. Какой вы путь прошли вместе со своим коллективом? Я имею специальное историко-архивное образование, работал в музее, ну и архив возглавлял в музее, работал экскурс-организатором. Когда был знаком с Владиславом Григорьевичем, поскольку я учился в Москве, он там работал, несколько раз там встречались. И когда Владислава Григорьевича назначили директором Абхазского института языка, литературы и истории имени Гулия, он позвал меня на работу. Как раз там был такой Петр Акранович Тулунджан, заслуженный архивист Республики Абхазия, один из, может быть, даже лучший специалист архивного дела. Он возглавлял долгое время архивное управление Республики Абхазия, а потом он начал работать в архиве МНИ. Но вот где-то в 1988-1989 году он, к сожалению, скончался. И вот Владислав Григорьевич позвал меня в архив МНИ. Сразу отправил меня в командировку в Прибалтику, в Санкт-Петербург, в Москву, для того, чтобы там наладить связи и начать работать уже с нашими коллегами в этих городах. И кое-какие документы мы тогда сделали, с военно-историческим архивом Российской Федерации, заключили договор. Очень много документов по истории XIX века были нам переданы из московских архивов. Там были созданы личные фонды выдающихся ученых: Георгия Алексеевича Дзидзаря, Шалвы Денисовича Иналыпа, Вачгура Иснатовича Сагария, нашего, выдающегося представителя диаспоры Амара Бегуа. Это были личные фонды, созданные в архиве МНИ. То есть работа шла такая большая. Но, к сожалению, все эти труды пропали в огне пожара. После, вы знаете, потом началась война. Я тоже находился на войне. После войны я был назначен заместителем начальника. Мы заново начали прием документов, комплектование документов, обратились в организации, учреждения, к гражданам, через прессу, через телевидение, через газеты, чтобы не уничтожались документы. Первое время нам негде было их принимать, негде было хранить. Потом, когда передали вот это здание, сделали небольшой косметический ремонт, мы начали потихоньку принимать документы. Если до войны в архиве было 176 343 единицы хранения, из них осталось, наверное, 5%. Остальное все было уничтожено, к сожалению. В сегодняшний день мы собираем, уже собрано порядка 10-12 личных фондов из наших ученых, и плюс организации, предприятия, учреждения тоже продолжаем комплектацию документов. Где-то 18-20 тысяч единиц хранения на сегодняшний день вновь приняты. И созданы новые фонды, их больше 20, около 30 новых фондов, и продолжается комплектование документов. Но, к сожалению,
потому что документооборотом у нас стоит дело не очень хорошо, прямо скажу. Если раньше во всех организациях была должность заведующего архивом и архивариуса, которые следили, то сегодня эти переданы в основном там, отделу кадров или бухгалтерии. И хранение в учреждениях, в ведомствах и на госхранении в архиве, они несколько разные. Когда к нам поступают документы, мы их заново перешиваем, заново делаем нумерацию и так далее. Понимаете, если вот в организации, допустим, отдельно хранятся все входящие документы, да, там исходящие и так далее, то у нас как? Вот, допустим, создано новое министерство, очень много после войны было. Это начинается с указа президента. Затем идет ведомственная переписка. И вот это все мы должны собрать и уже аккумулировать в одном фонде, заново перешивать. И это стоит денег, бюджет это не оплачивает, поэтому организация, которая сдает эти документы, она обязана заплатить за, вот, ну, за новые папки, за новую, ну, за работу. Вам должны? Да, мы должны заплатить нам, и мы из этих уже покупаем материалы исходные и значит, создаем вот эти фонды. И вот эта работа у нас по сегодняшний день продолжается. Насколько я знаю, идет процесс восстановления архива, который сгорел во время войны. На каком этапе вы находитесь и какие сложности? 22 октября 1992 года, в период войны, была эта черная дата, когда вот эти все документы уничтожились. Там были уничтожены грузинскими оккупационными войсками, и там участвовала, значит, военная полиция. Но там был один такой момент на территории, где находился комплекс, значит, архивов. Там было два здания, две церкви. Это немецкая кирха и польский костел. Там также хранились документы, в основном это по личному составу, то есть не представляющие особой исторической ценности, но это записи о людях, где они работали, в каких организациях, предприятиях, учреждениях и так далее. Была попытка поджечь и эти церкви, но местные жители начали говорить гвардейцам: вы что, вообще даже Бога не боитесь, там ничего ценного нет, это просто наш стаж работы. Поэтому это сохранилось. И по совершенно счастливой случайности в этих зданиях находились и документы так называемого страхового фонда. Что это значит? Это значит, что особо ценные документы наносились на другие носители информации. Микрофильмы, фотокопии, ну и так далее. И они хранились вот в этих церквушках. И вот они сохранились. Ну, а вы понимаете, после войны микрофильмы, фотокопии, они потихоньку приходили в негодность из-за того, что, ну, была сырость, вы сами понимаете, и не было условий их комплектации и реставрации. Прежде всего, это, ясное дело, с нехваткой финансов, и в то же время с нехваткой и специалистов, а также и оборудования соответствующего. Их даже не чистили, не прикасались, потому что, консультировавшись со специалистами, они нам сказали, лучше их не трогать до лучших времен, пока не будет оборудования. В результате прошло определенное количество времени, и этот вопрос в бытность Вячеслава Чирикова, министра иностранных дел, был поставлен на женевских дискуссиях. Сказали о специалистах из Чехии, из Праги. Почему из Чехии? Потому что в Чехии лучше всего, наверное, в мире налажена вот система реставрации документов и их воссоздания. Нам пошли навстречу, профинансировали. Мы обучили двух студенток с нашего университета. Они их обучали, приезжали в Абхазию, проводили здесь семинары. Один раз вывезли их туда, в Прагу, на практику, значит, периодически встречались. И потихоньку этот процесс начался. К сожалению, не все сохранилось. Некоторые из этих микрофильмов сегодняшними средствами техники не поддаются восстановлению. Но мы их не уничтожаем, мы их оставляем хранить. В будущем появится, может, более современная техника. С помощью этой техники мы сможем уже восстановить все документы. Сейчас вот ведется эта процедура. Но вот, к сожалению, вот эта пандемия, она как бы сбила этот ритм работы, понимаете? И теперь, то есть онлайн мы проводим, выходим с ними на связь и продолжаем работать уже в режиме онлайн. Но, к сожалению, вот
полном объеме, как бы нам хотелось, немного тормозится, и сроки, естественно, уже сдвигаются. Если нам сказали для того, чтобы мы что делаем? Мы их реставрируем, очищаем, чистим, затем специальная такая есть, специальная бумага, итальянская бумага она называется, где она дольше хранится. Туда перекладываем и одновременно оцифровываем, чтобы это было и на цифровых носителях информации. И вот эта работа у нас продолжается. Понимаете, что в хранилищах должна поддерживаться определенная температура. Температура-влажностный баланс должен поддерживаться. И для разных носителей информации он разный. Для бумажных носителей там должно быть 17-19 градусов, 50-55% влажность воздуха. Для микрофильмов другой, там уже меньше температура должна быть. И в 2014 был завершен ремонт вот этого здания, где мы сейчас с вами находимся. То, что мы, там, строители, говорили, в принципе, большинство соблюдено. И даже было специально приобретено специальное оборудование для поддержания вот этой температуро-влажностного режима. Но, понимаете, это монтировали специалисты из-за рубежа, и мы хотели с ними заключить договор на дальнейшее обслуживание, но они уехали, и поэтому сейчас мы пока вот это не задействовали. И мы этот вопрос поставили на женевских дискуссиях, и они сказали, что будут рассматривать о том, чтобы, значит, ну, оплатить вот это, чтобы запустить этот процесс. Если это будет, это, конечно, очень большое подспорье в нашей работе. У вас есть возможность работать в других архивах? Есть такое понятие у нас в архиве, это называется отношения. То есть мы подаем заявку, просим нас допустить такого-то сотрудника к таким-то документам для работы по такой-то теме. И ездим. Ну, в последнее время редко ездим, почти не ездим, потому что здесь в основном сосредоточенная работа, вот, особенно вот это по реставрации, о которой я говорил. Но в будущем мы собираемся налаживать более тесные контакты с нашими коллегами. В том же военно-историческом архиве работала Лариса Цвижба, доктор исторических наук. Она сейчас преподает в историко-архивном институте. Хоть она там преподает, работала долгое время заведующим отделом военно-исторического архива. С ней сотрудничали еще когда я работал в ОМНИ. Ну и сейчас потихоньку тоже налаживаем связи. И вот Милана Бжания наладила очень хорошие связи с Государственным архивом Российской Федерации. В свое время это был практически государственный архив, он был полностью засекречен. Сегодня очень многие материалы уже появляются. Там помимо документов, собственно, бумажных носителей, там даже артефакты хранились. Например, череп Гитлера хранился в этом архиве, до сих пор хранится. То есть там, ну, очень интересные материалы. И вот сейчас по двум темам, по двум тематикам выявлены документы Миланы и еще ее подругой, Князева такая Анастасия, которая вместе с ней, они выиграли гранты и работали в этом архиве, выявили документы по курортам Абхазии, по истории. Маршруты, да. Маршруты, истории. Это начало 20 века. Как здесь выдающиеся деятели, Жуков, Буденный и так далее, с фотографиями, с этими. Эти материалы вот нам были переданы. За что, конечно, мы им благодарны. И будем дальше сотрудничать с ними. Вы сказали, что вот Милана Бжания обучается в России, а помимо Миланы Бжания есть какая-то программа, вот вы выбираете студентов, посылаете их на учебу, ну, подготовка кадров. Когда был премьер-министром Леонид Иванович Лакербаев, мы поставили этот вопрос в историко-архивный. Нам выделили тогда 2 лимита, но в Ростовский почему-то университет, они историко-архивные, но, к сожалению, они оказались не востребованы тогда. Никто не пожелал учиться именно архивному делу. И сейчас вот пока никто. Вот единственная вот наша соотечественница — это Милана Бжания. Там еще парень один учился с ней, но он, по-моему, не хочет в архиве работать. Нужно любить это дело. Без этого, ну, не будете вы заниматься вот в таких холодных помещениях, искать документы, кучу материала перерабатывать. Это на самом деле нужно любить это дело, интересоваться им. Мне было это всегда интересно. Я любил историю со школы, любил копаться в разных документах. Мне интересно любое это. А часто задают вопрос,
А какие особо ценные документы? Для меня любой документ ценен, потому что он несет в себе информацию о прошлых годах, прошлых веках. Это же интересно знать историю своего рода, своего народа, своей страны. И это я считаю, что это необходимо. Опять-таки говорю, для воспитания подрастающего поколения, прежде всего. Какие проблемы перед вами стоят? Это оборудование, ну, да, конечно, наверняка проблемы. И кадры, Ну, как да, вы уже сказали. это самые основные две проблемы. Это кадры и это оборудование. Потому что архив не может функционировать без современного оборудования. Вот вы видите даже вот, да, стеллажи самые примитивные. В современных архивах используются уже другие стеллажи, которые раздвигаются, сдвигаются для того, чтобы солнечный дневной свет не попадал. Дневной свет мешает бумажным носителям. Поэтому они так сдвигаются и раздвигаются при необходимости. Конечно, в будущем и это необходимо нашему архиву. Вы видели, где девочки, это два кабинета не приспособлены, это не лаборатория реставрационная. Необходима реставрационная лаборатория, соответствующей техникой. Но, к сожалению, как бы по остаточному принципу, да, формируются архивы. Но у меня сейчас вот намечена в ближайшее время встреча с президентом, где, я думаю, мы будем обсуждать эти вопросы. Потом в архиве, в любом учреждении, таком государственном, важном, существует такое понятие, как спецхран, то есть документы специального хранения, ограниченного доступа. То, что мы называем там секретными, да, документами. Ну и для этого нужно тоже специальное оборудование и, значит, специальное видеонаблюдение, чтобы туда был на самом деле ограничен доступ. Ну, проблемы, конечно, существуют, но мы надеемся их потихоньку решать. Структура архива состоит таким образом. Центральный архив документов постоянного хранения, центральный архив документов по личному составу. Да, что это значит? Что это значит, да. Ну, чем эти документы отличаются друг от друга? Ну, документы делятся, в принципе, на три категории. Это документы с временными рамками хранения от 5 лет и до бесконечности, хранить вечно, в зависимости от ценности документов. И затем это постоянного хранения у нас называется. Затем переходного состава, то есть с определенными годами хранения. И то, что мы на своем сленге, да, называем макулатурой, то есть то, что не представляет ценности. Раньше, в советские времена, архив на этом зарабатывал, сдавали как макулатуру, получали деньги. Сегодня мы их просто уничтожаем, потому что нет такой организации, которая принимает. И вот архив постоянного хранения, там документы, представляющие историческую ценность, которые хранятся вечно. И вы понимаете, что всегда в архиве были проблемы с площадями. Их не хватало, потому что документов все больше, они прибывают, а, естественно, помещение должно тоже быть больше. Когда делали там здание, предусматривали вот на столько-то тысяч единиц хранения, но получается уже и больше. Сейчас мы предусмотрели несколько, у нас есть запасных помещений. Это постоянного хранения. По личному составу, переменного состава, это вот то, о чем я говорил, где люди работали и так далее. Они хранятся 75 лет, эти документы. Но не все из них после 75 лет уничтожаются. Если там попадается, допустим, выдающийся деятель, Владислав Арзен, Сергей Багарыш, Нестор Лаколба, да, и это, естественно, их документы, где они работали, когда они родились, где учились, это передается уже на постоянное хранение. А остальные 75 лет хранятся, и вот эти вот на две эти разделены структурно у нас. Есть архивное управление и два вот отдела. Постоянного хранения курирует зам, он этими вопросами занимается. Кстати, вот с пражскими специалистами тоже он в основном сейчас постоянно занимается. Ну, а по личному составу есть женщина, старый работник, опытный работник, которая вот работает давно, и она вот занимается вот по личному составу. Насколько я знаю, у вас еще есть 6 районных архивов. Да. Они функционируют сегодня? Функционируют они сегодня. В полной мере? Да, есть у них помещения? У них есть помещения, они функционируют. Но у них есть еще больше проблем, чем у нас. Они прежде всего связаны с тем, что, например, вот в Гаговском, в Даутском,
Очимчирском архиве, они находятся внизу, на нижнем этаже жилых зданий. И, естественно, там возникают проблемы. Вот, например, в Гагарском архиве большая очень проблема. Там технический этаж над ними, и очень часто там заливает. Несколько раз делали ремонт, но он все равно это продолжается. Какая-то часть документов даже погибла. То, что можно было оттуда вывезти, мы вывезли и храним здесь. Но другое остается. Такое же, более-менее нормальное положение в Творчельском архиве, Творчальском, ну и в Гудаутском более-менее. В остальных архивах, конечно, нуждаются в серьезных, вложениях. У нас здесь 21 человек по штатному расписанию. Ну, вы сами понимаете, что непосредственно с документами работают не все. Есть там, завхоз, есть такие технические работники, там уборщицы, технические работники и так далее. Непосредственно с документами занимается где-то 12-13 человек. И да, это у нас проблема с кадрами, потому что специалистов именно историко-архивного, вот сейчас вот надеемся, значит, на Милану Джане, вернее, которая работает, она пока там, значит, сейчас в аспирантуре, но в будущем мы ее ждем здесь, как специалист. Она приезжает, заходит к нам, работает с нашими девочками, передает им опыт, знания, которые она там знает, потому что у них же не специализированное образование, они в основном закончили наш АГУ, исторический факультет. Здесь мы их немного переучиваем. Есть и старые кадры, которые работали в довоенный период, и стараемся пополняться молодежью. Креативно, с новыми идеями и так далее. Еще одного хотим IT-специалиста для того, чтобы полностью весь архив переводить на цифру. Это долгая, кропотливая работа, и только вот этим должны заниматься. У нас так не получается. Бывает, что врал всех на какую-то работу пускать. Но вот эти девочки, которые занимаются реставрацией, и с ними еще парень, специалисты IT, которые оцифровывают, они занимаются только этим делом. Пока они его не закончат, по приблизительным подсчетам, с чешскими специалистами мы подсчитывали, это порядка 5-6 лет. А помимо этого создаем и личные фонды. Недавно нам Батал Самсонович Кулахи передал несколько документов, немного, но несколько есть, героя Абхазии, известного археолога Мушни Хварцкия. Мы хотим создать его фонд. Также передал нам очень много материалов Руслан Гожба, известный историк. Мы и его личный фонд будем создавать и на основе этих документов. То есть потихоньку работа ведется. 15 марта считается днем создания Государственного архива. То есть это ваш профессиональный праздник. Как вы обычно отмечаете этот день? Вы знаете, мы фактически за все это время послевоенное, почти уже 30 лет прошло, мы 2 раза только отмечали, 80-летие и 90-летие. Это широко, да? Почему? Да, широко. Так мы в своем узком кругу собираемся. Да, обычно просто в узком кругу собираемся, обмениваемся мнением. Нет, с районных архивов приглашаем людей, посидим, поговорим о наших проблемах и так далее, и тому подобное. Потом, вы знаете, все-таки 15-16 марта – это для новейшей истории Абхазии трагические даты. Вы сами знаете, что было в это время, неудачное наступление, попытка освобождения города. Поэтому, когда эти даты совпадают, знаете, как это широко праздновать, не очень этично, мне кажется. Мы даже 90-летний юбилей мы проводили в мае месяце, не в марте. Чуть отодвинулись сроки. То есть так. И сейчас тоже 15 марта уже будет, 92 года, да? Тоже пригласим с районных архивов, посидим здесь, значит, в библиотеке или где-нибудь. Выпьем, может быть, бокал шампанского, не больше. Обсудим свои проблемы. Сразу после войны возглавить архив вас позвал Николай Иониди, но вы отказались. Затем вас пригласил Владислав Григорьевич, и он вас уговорил. Почему вы передумали, что на вас повлияло? В самом начале мне сказал, значит, Николай Николаевич Иониди, опять-таки через Юрия Николаевича Воронова, он вышел на меня, они дружили, а я работал вместе с Вороновым в ОМНИ. И он со мной поговорил, я сказал, что нет, вряд ли после того, как это я перенес, сожгли это. Был такой, знаете, серьезный удар, в общем-то.
когда ты сам собираешь документы, и вдруг их сжигают. Да. Я сказал, что я вряд ли вернусь. Но после вот разговора с Владиславом Григорьевичем, когда он сказал, а что, старик, думаешь, я хочу этим заниматься? Ну, надо. Ну, раз надо, вот я начал заниматься. Ну, в принципе, ну, бывает, когда вот такая ситуация, вот, ну, аж руки опускаются. Но руки опускать ни в коем случае нельзя, необходимо продолжать работать. Вы принимаете документы, допустим, частных? Ну, конечно, принимаем, и мы, наоборот, заинтересованы. Да? У кого есть ценные документы, они могут к вам обращаться. Есть люди, которые вот, ну, всю жизнь собирают сами какие-то документы, какие-то старые фотографии, какие-то. Это представляет интересы. Мы с ними разговариваем, говорим. И если мы формируем личный фонд, да, допустим, вот не обязательно это ученый-исследователь, это может быть просто собиратель, понимаете? Вот у нас был великолепный сотрудник, Анзор Абума, он работал здесь. Это на самом деле очень редкий человек по своей, он собиратель, он собирает очень разные вещи, которые имеют отношение к Абхазии. У него огромный материал. И сейчас сайт создан, иногда его фотографии, но помимо фотографий у него очень много других материалов. Вот, начиная первый спичечный коробок с изображением Абхазии, допустим, да, или первый пригласительный. Он вот это все время собирал, он работал у нас. И, значит, очень большую работу, конечно, проводил. Когда вот этой вот техники не было реставрационной, он через лупу смотрел вот эти все микрофильмы и оттуда брал информацию. И если создается личный фонд вот такого человека, то это что означает? Что личный фонд, если хочет исследователь поработать с его документами, то мы должны получить разрешение от фонда-образователя. Кому принадлежит этот фонд? Он дает разрешение. Это в связи с чем сделано? Чтобы не было плагиата, чтобы человек не написал как свое. Он должен уже ссылаться вот на такую-то, такую-то работу, значит. И вот потихоньку вот собираем. Я вам говорил, около 20 личных фондов создано. У нас сейчас некоторые в процессе создания, но работа продолжается. И вот, завершая нашу беседу, мы этот вопрос задаем всем. Вы можете мне назвать какой, вот конкретно какой-то проект, который вы осуществите вот в конкретное время? Для нас это самый все-таки, наверное, главный проект, о чем я говорил, чем занимается восстановлением утерянного, сожженного, то, что было на других носителях информации. Это вот самый, наверное, проект так, жизни, можно так сказать. Когда вот мы его завершим, вот тогда скажем, уф, и уже нам всем будет намного легче. Я вас благодарю за беседу и желаю вам удачи. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо вам.